الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Пусть Аллах примет наше поклонение, пусть Аллах простит нам наши грехи, которые мы знаем и не знаем. Пусть Аллах ведет нас по своему пути и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Альхамдулиллах, по милости Аллаха, мы встретились с вами и на этой неделе. Альхамдулиллах, мы продолжаем цикл лекций, посвященный к тафсиру Корана 30-го джуза. И сегодня мы с вами пройдем суру Курайш, это 106-я сура. Эта сура мекканская, она была ниспослана в Мекке и посвящена полностью курайшитам. Кто такие курайшиты? Это племя Курайш, из которого происходит наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И это не просто какое-то племя, оно необычное. Оно благородное, и плюс к этому среди арабов это племя считалось одной из лучших. Почему? Потому что именно этому племени принадлежала Мекка. Из-за этого все арабы этого полуострова их уважали. И вот здесь говорится, Аллах Субханаху ва Тааля начал «Ли-иляфи Курайш» ради единения курайшитов. Вот в этом аяте Аллах Субханаху ва Тааля показал курайшитам то, что Он их возвеличил. Он дал им величие и господство среди других арабов. Он их объединил. И во втором аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Иляфихим рихлаташ шитаи вассайф». А также Аллах Субханаху ва Тааля объединил курайшитов для чего? Рихля. Рихля переводится как поездка или сафар. Куда? Куда курайшиты ездили? Куда они совершали свои поездки? Аш-шита вас-сайф. Зимой они совершали свои поездки в Йемен. Йемен – это страна, которая находится чуть ниже Саудовской Аравии и ближе к экватору. И даже зимой там бывает тепло. Из-за этого туда курайшиты ездили именно зимой. А летом они ездили на восток. Взять это Сирия или Иордания, то есть в те места, Шам. Почему? Потому что летом там уже более прохладней, чем в Саудовской Аравии. И смотрите, раньше, когда человек куда-нибудь хотел бы поехать, то он опасался этой поездки. Почему? Потому что на дорогах не было безопасности. Все боялись или же за свою жизнь,
или же за свое имущество, потому что было очень много грабителей. Но Аллах Субханаху ва Тааля даже вот в этих поездках обезопасил курайшитов. Почему? Потому что вот эти бандиты или воры, которые хотели напасть, они знали то, что курайшиты, у них Мекка, у них Кааба. Несмотря на то, что они поклонялись каким-то идолам, все арабы, они возвеличивали Каабу. Возвеличивали. И у тех, у кого она была, этих никто не трогал. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля обезопасил ихнюю жизнь, то есть курайшитов, и ихние поездки. И вот к ним, курайшитам, хотели присоединиться многие. Почему? Потому что когда люди находились с ними вместе, на них никто не нападал. И они безопасно могли передвигаться по дорогам. И также Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фалья'буду рабба хазал бейт». Фалья'буду – это приказ. Приказ от Аллаха кому? Курайшитам. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля дал им, во-первых, безопасность, во-вторых, величие. И это арабы, курайшиты ценили. Но, к сожалению, немногие из них подчинились этому приказу. Рабба хазал бейт, то есть Господь этого дома. И дом это что? Это Мекка, Кааба. Почему? Даже среди арабов есть, они называют Мекку Уммуль-Кура, то есть матерью деревень. Раньше не было городов, как сейчас. Раньше были поселения, деревни. И самой главной деревней была Мекка. Уммуль-Кура, мать, куда возвращаются. И все арабы стремились прийти к Каабе. Со времен Ибрахима, алейхиссалям, осталось поклонение, совершение хаджа к Каабе. Но до того, как пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, они, арабы, поклонялись по-своему. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля дал очень много почета курайшитам. Они были очень серьезными бизнесменами, то есть как торговцы. Они совершали поездки безопасности как в сторону Сирии, Шама, и также в сторону Йемена. И также Аллах Субханаху ва Тааля по своей милости в их дом приводил очень много народу, покупателей, и сделал очень серьезную рекламу, если сказать на сегодняшний день нашим языком. Почему? Потому что многие люди приходили совершить хадж. И когда они совершали хадж, они покупали у курайшитов какие-то продукты или вещи, и ихние дела шли в гору. Но несмотря на все эти милости от Аллаха,
все-таки курайшиты ослушались приказа. Они не поклонялись Аллаху Субханаху ва Тааля. И Аллах в 4 аяте говорит: «Аллави ат'амахум мин джу' ва аманахум мин хауф». То есть поклоняйтесь Господу этого дома, который что делает? Который кормит вас. Кормит вас, чтобы вы не были голодными. Ва аманахум мин хауф. И защищает вас от страха. Кто это делает? Аллах Субханаху ва Тааля. И Аллах, обращаясь к курайшитам, также обращался и другим народам. Посмотрите сегодня на нас. И посмотрите на другие страны. Альхамдулилля, у нас сегодня нету голода. У нас сегодня безопасно. Почему? Потому что по милости Аллаха существуют мечети. Альхамдулилля, на сегодняшний день мы поклоняемся Аллаху, подчиняемся Его приказам и остерегаемся Его запретов. Но если же люди перестанут этого делать, то начнется голод. И что? Война. И посмотрите на нашу историю. Почему Аллах Субханаху ва Тааля буквально сколько лет назад? 75 лет назад Аллах Субханаху ва Тааля на нашу страну отправил войну. Почему? Потому что люди забыли Аллаха. Забыли то, что надо поклоняться Аллаху. Надо Его благодарить за те блага, которые у нас есть. И вот тогда что началось? Вы сами все прекрасно знаете. И хочу с вами вспомнить один хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который приводится в сборнике Абу Дауда. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: человек, который утром посетит больного, то 70 тысяч ангелов будут за него делать дуа до самого вечера. И если же человек посетит больного вечером, то за него 70 тысяч ангелов будут делать дуа до самого утра. И плюс к этому Аллах Субханаху ва Тааля приготовит ему сад в раю. Давайте подумаем. Почему Аллах Субханаху ва Тааля дает такую большую награду? Рай, сад в раю. И также за этого человека 70 тысяч ангелов будут делать дуа. Почему? Или же второй аят, второй хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Человек, который будет принимать участие в похоронной молитве, то он получит награду с размером горы Уход. А если же он еще после того, как прочитает заупокойную молитву и поедет на кладбище,
и похоронит, то он получит двойную награду. К вашему сведению, гора Ухуд какого размера? 7 километров ее длина, 3 километра ее ширина и 1 километр ее высота. Если так посмотреть, то не маленькая горка. Но почему же Аллах Субханаху ва Тааля дает нам такие большие награды? Почему? В чем смысл? Первому человеку, который посетит больного, сад в раю, а второму, который прочитает заупокойную молитву, награду с размером горы Ухуд. Зачем? Почему? Потому что, когда мы идем в больницу к больному, или же приходим на похороны, то видим, человек в больнице, он ни в чем не нуждается, кроме как в милости Аллаха. И также человек, который лежит перед нами, который закутан в кафан, в саван, он тоже уже ни в чем не нуждается, кроме как только милости Аллаха. И вот Аллах Субханаху ва Тааля обещает нам эту награду для того, чтобы мы просто приземлились. Аллах хочет нас приземлить. Почему? Потому что на сегодняшний день многие из нас заняты этой дуньей. Заняты этой дуньей и забываем о встрече с Аллахом. Не готовимся к ней. Из-за этого дай Аллах, чтобы мы не забывали про Него. Дай Аллах, чтобы мы всегда помнили о тех благах, которые Аллах нам дает. И дай Аллах, чтобы мы благодарили Его постоянно. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля в Коране что говорит? «Ла ин шакартум, ла азиданнакум». Если, говорит, вы будете меня благодарить за те блага, которые я вам даю, за те милости, которые я к вам проявляю, то непременно ля азиданнакум. Вот это ля непременно я вам воздам еще большим. Смотрите, Аллах Субханаху ва Тааля что нам говорит? Поклоняйтесь Аллаху, благодарите Его, и я вам воздам еще большим. А мы свое время тратим на мирские дела. Я не говорю то, что причину не надо делать. Надо делать причину. Но просто не надо загоняться, не забываться. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля обещает нам. А обещание Аллаха это всегда сбывается. Может быть, брат мусульманин или сестра мусульманка не сдержит свое слово. Но Аллах, если Он обещал, то Он это сделает. Из-за этого мы просто должны проявить терпение, когда нам тяжело, и должны обращаться к Аллаху. Потому что Он тот самый, который создал весь этот мир. И только Ему все, что вокруг происходит, подчиняется. И больше никому.
Из-за этого еще раз хочу напомнить вам, мы, мусульмане, самые богатые люди, потому что у нас есть иман, у нас есть вера в Аллаха, и альхамдулиллах, мы поклоняемся только Ему. И если мы будем это понимать, если мы будем это ценить и продолжим в том же состоянии, или же добавим к своему поклонению еще что-то и будем Его благодарить, то непременно Аллах даст нам. Но если же мы будем как курайшиты, то Аллах у нас может забрать то, что мы имеем, и даст нам по нашим заслугам. Из-за этого, уважаемые братья, давайте поклоняться, усердствовать в поклонении и призывать к религии красивым образом. Почему? Потому что иногда бывает такое, мусульманин или мусульманка одним своим словом или одним своим действием может разрушить весь призыв других мусульман. Из-за этого контролируйте свои дела, контролируйте свои языки, потому что, когда на нас смотрят, на мусульманина или на мусульманку, не говорят то, что это сделал Абдулла или Ильдар или еще кто-то. Нет, они говорят то, что вот они какие мусульмане. Из-за этого каждый из нас является частью большой семьи, большой уммы. Из-за этого пусть Аллах объединит нас. Пусть Аллах укрепит нас. Дай Аллах нам собраться так же, как мы собрались в Его доме, в райских садах Фирдаус. Субханаллах ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейх. Джазакумуллах. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху